Вам когда-нибудь снился сон, что вы находитесь возле каменных столбов Каппадокии, и ту же секунду вы уже гуляете по китайской стене, наблюдая за живописным пейзажем горы Киркюфетль в Исландии? Мне снился, а потом оказалось, что это был не сон, а самая настоящая реальность. Хотите верьте, хотите нет, но за один день полета на вертолете Ми-8 посетить эти природные объекты возможно. Самое интересное, что все они находятся в одном регионе Российской Федерации, на территории Коми. Нахожусь в аэропорту Ухты. Ждали целых 2 дня, погода не хотела пускать. Были дожди, и сегодня наконец-то мы улетаем вон туда. На плато Мань-Пупунёр, одно из 7 чудес России. Стоит отметить, что маршрут туроператором составляется заранее. И чтобы появился этот видеоролик, я летал 2 раза. Сначала на Мань-Пупунёр, Тель-Посыз и реку Щугар. Следующий полет на Мань-Пупунёр на перевал Дятлова Свердловской области и на гору Атартен. Оба раза из-за туманности Уральские горы нас пустили только на 2-й день, поэтому для полета закладывайте плюс-минус 3 дня. За это время точно распогодится и вы сможете полететь. Здравствуйте. Наш вертолетик, голубой вертолет прилетел. Сначала покажем паспорта и уже потом пойдем на экскурсию. Вот мы идем строго по тропе, шаг влево, шаг вправо. Штраф. От тропы нельзя отступать. Если встретим животных на тропе, то им дается приоритет. Неважно, 20 минут, час. Мы будем ждать, пока куропатка не уведет своих птенцов с тропы. Будем ждать, пока медведь, северный олень не убегут прочь. Если выкинуть фантик, либо какая-то личная вещь улетит ветром, но ветер здесь сильный, может сдуть, составляется штраф. За этим строго следят инспектора. Все-таки это Печора-Яульский заповедник. Вырваться вечно. Вертолетные туры — это самый простой маршрут до Мань-Пупунёра, но в то же время это самый дорогой, но того стоит. Вы за один день, если у вас ограниченное время, посетите Мань-Пупунёр, перевал Дятлова, гору Атартен, либо Тель-Посыз, речку Щугар, в зависимости от маршрута, от программы. То есть это тур выходного дня. Если вы, например, живете в другом регионе в другом регионе России, в Москве, и у вас такой выходной 2 дня, суббота, воскресенье, вы можете вечером сесть на самолет 1,5 часа от Москвы до Ухты, и вы здесь, на территории Коми. На следующий день, если погода позволит, вы прилетите на Мань-Пупунёр и ночью улетите уже обратно в Москву. Мы из Краснодарского края с мужем приехали посмотреть на плато Мань-Пупунёр. У меня с мужем мечта объехать большинство регионов нашей страны. И в этом году выбрали Республику Коми. Летний отпуск был посвящен поездке именно сюда. Я из города Сосногорска. Ребят, вы не поверите, мне на день рождения, который был неделю назад, сделали подарок. Путевку на плато Мань-Пупунёр. Моя дорогая супруга и дети. Дорогие друзья, всех вас приглашаю в нашу республику, к нашим замечательным природным заповедникам. Ну и по республике достаточно много интересных мест, что можно посетить и что можно посмотреть. На Мань-Пупунёре вас ожидают 2 смотровые площадки. Вот одна из них с видом на шамана. Это шаман, не музыкант который, а камень. Шаман — это, наверное, самый популярный камень на Мань-Пупунёре. Его все фотографируют, публикуют, дотрагиваются, загадают желания. И я один раз сюда приехал, загадал сына, и у меня появился Томас. Шаман пчелым. Микаситен шуну завждатте. Мы темен кожнавин, пьюкас и где-то там, за последним камнем, ожидает вас 2-я смотровая площадка. Оттуда уже видно тайга, открывается, видно тайгу. Когда ты видишь таких исполинов, когда ты соприкасаешься к такой древней истории, ты понимаешь вообще значимость жизни на Земле и свое место. Понимаешь, что ты просто песчинка в этой огромной большой истории. Очень важный момент – лично убедиться. Потому что может быть мир чужих съемок, фильмов, фотографий и интересный, завлекательный, особенно там мир интернета. Но ногами пройти и посмотреть – это всегда очень важно.
Это всегда остается в памяти. Я приехала сюда из города Вологда. Мы соседи, соседняя область. Вот. О Плато Монпупиньор мы узнали, конечно же, из интернета. Увидели очень красивые картинки. Нам все понравилось. Мы быстро все сразу сохранили. И вот 3 года мечтали сюда добраться. И, наконец, добрались. И, конечно, нам очень понравилось. Прилетать на Плато Монпупиньор — это круто. Древних идолов народа Манси сравнивают с каменными столбами в Каппадокии. Но поверьте мне, на Маньпупуньоре кормят вкуснее. На обед у нас уха из семги, черный хлеб, овощи и, конечно, колбаса из оленины. Здесь нас угощают вкусными домашними печеньями с клюквой и бутерброды с семгой. Эль-Посиз в переводе с мансийского языка означает «гнездо ветров». По зырянским поверьям, здесь живет бог северного ветра. Правда, сейчас говорят, что это богиня, но неважно. Он или она там живут точно. И действительно, в этот раз наш вертолет не смог совершить посадку на Эль-Посизе из-за сильного порывистого ветра. Недаром говорят, Войпель здесь живет. Но все равно, вы посмотрите, какие в иллюминатор открываются виды. Неземные. Ничего не хочу комментировать, постараюсь подобрать максимально подходящую музыку, послушайте без слов. Ставьте лайк, если удалось ощутить дух севера. Мы идем на посадку на остров возле подножья Эль-Посиз. Мы видели Уральские горы с вертолета, и у меня всегда такие впечатления, насколько у нас республика разнообразная, сколько там красивых мест, и все даже не изучить за одну человеческую жизнь. Но нам приземлиться не получилось из-за шквалистого сильного ветра, поэтому мы прилетели на речку Щугар. Кстати, вот видеоролики в прошлом году мы здесь уже путешествовали с командой Максихода и Geography Trophy. А сейчас территория Коми на Щугаре. Посмотрите, какая здесь красота. Мы сидим на берегу прекрасной реки, идеально чистой, сквозь которую видны камни. Насколько я знаю, где-то здесь выращивается или растет красная рыба семга, а где-то растет хариус. Иногда же выпрыгивает из воды. Вот. Но ловить мы сегодня не пытаемся, мы просто изображаем из себя отдыхающих. Шумная река с порогами такими интересными, с камнями шикарными. Но купаться не буду, вода ледяная. Ягель, кедр, клен, береза и смородина, от Днепра и до Камчатки моя родина. Подъем, разгон облаков, подвиг. С днем рождения, Пакоми! Друзья, я рад, что вам удалось сегодня показать такой красивый Урал, солнечный, Маньпупуньор, гора Эль-Посиз, река Щугар. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Территория Коми, проект Руслана Магомедова и Генриха Немчинова. И также давайте путешествовать вместе. Пишите мне в комментариях, пишите в личных сообщениях. Полетим на Маньпупуньор, на Эль-Посиз, на Щугар. Вместе с туроператором «Другая планета».
Мы на горе Хауачакль, вершина 1100 метров. Впереди ожидает 30 минут ходьбы вниз в сторону перевала Дятлова, там, где случилась вот эта трагедия в 1959 году. Хауачакль с языка манси переводится как «гора мертвецов». Зимой 1959 года произошло страшное событие, унесшее жизни целой экспедиции. Игорь Дятлов и его команда так и не вернулись. Они оставили жизни здесь. Прошло много лет, до сих пор объяснения этой трагедии нет. Опытный путешественник Сергей Семяшкин несколько раз ходил по следам Дятлова, поднимал материалы уголовного дела, совершал историческую экспедицию. В зимнем путешествии на Маньпупуньор поделился с нами своей версией трагедии. Снова прикладываю QR-код, видео на 20 минут. Кому интересно, приятного просмотра. Но обещал вернуться. Мы высадились на горе Атартен, и здесь тоже есть астонцы, похожие на Маньпупуньор, только они вытянуты больше горизонтально, нежели вертикально, и мне, честно говоря, они больше нравятся. Я больше впечатлен от них, наверное, потому что я их впервые вижу, и они менее известны. Ой, впечатления вообще шикарные, очень красиво. Вообще даже не описать словами, просто божественно. Я бы тут жить осталась. Поставила бы себе тут палатку, и осталась бы тишина, вообще спокойствие, только ветер. А откуда вы? С Ухты. Около года я все мечтаю сюда прибыть. И вот, наконец-то, моя мечта осуществилась. Увидела у вас в сторисе. И решила написать, думаю, пора мечте осуществиться. Поэтому оказалась я здесь. Я так рад, что в проекте «Территория Коми» появляются единомышленники. Их все становится больше и больше, и мы движемся к одной общей цели — рассказывать о территории Коми, о республике Коми. Показываем на весь мир, на весь свет. В этой поездке со мной отправились также мои зрители, которые увидели сторис о Маньпупуньоре и решили не отказывать своей мечте, а исполнить ее. И мое вам пожелание тоже будет: не отказывайте своим мечтам, исполняйте, реализуйте свои желания, это того стоит.